эфире новости спорта. Здравствуйте. Футболисты сборной Португалии выиграли у команды Люксембурга в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Бруно Фернандеш и Криштиану Роналду. Для форварда этот гол стал 99-м в составе сборной. Благодаря этой победе португальцы набрали 17 очков и финишировали на второй позиции в группе «Б», позволяющей принять участие в финальной части турнира. На лидирующей строке отборочный этап завершила команда Украины, в активе которой 20 пунктов. А вот результаты других встреч игрового дня отборочного турнира. Сборная Украины на выезде со счетом 2-2 сыграла в ничью с командой Сербии. Англия в гостях отправила 4 безответных мяча в ворота Косово. Болгария дома со счетом 1-0 обыграла Чехию. Молдова на своем поле уступила Исландии 1-2. Турция нанесла гостевое поражение Андорре 2-0. И Франция с аналогичным счетом также на выезде одержала победу над сборной Албании. Воспитанник якутской школы футбола Артем Соколов, ныне выступающий за московское Чертаново в юношеской лиге России, дебютировал в основной команде клуба. Случилось это в 24-м туре футбольной национальной лиги, в рамках которого столичный коллектив встречался с подмосковными «Химками». Соколов провел на поле 10 минут, выйдя на замену под занавес матча. В текущем сезоне ЮФЛ в активе 16-летнего полузащитника 5 голов и 3 ассиста в 11 встречах. Его Чертаново занимает первое место в таблице лиги, опережая ближайшего преследователя на 7 очков. В составе юношеской сборной России якутянин в 2019 году принял участие в 12 матчах, в которых отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Футболисты якутской команды «Виктория» стали победителями первенства Дальневосточного федерального округа по мини-футболу среди команд 2006 года рождения. В финальном матче якутяне со счетом 4-2 выиграли у «Динамо» из Камчатки. На третью ступень пьедестала взошли футболисты клуба «Манчары» из Мегино-Кангаласского улуса. В бронзовом финале они со счетом 4-2 переиграли сверстников из детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Якутска. Среди игроков 2009 года рождения титул чемпиона завоевала команда «Бампер» из Камчатки. На втором месте соревнования завершили представители якутской ДЮСШ номер 4. Ну а тройку лидеров замкнули футболисты Мархинского «Пульса». Победители турнира представят округ на первенстве страны, который пройдет весной следующего года. Сборная Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу завоевала Кубок Министерства по физической культуре и спорту среди молодежных команд. В финале турнира студенты одержали победу над сборной города Якутска со счетом 7-3. В составе СВФУ дубли оформили Александр Наговицын и Вадим Мохов. По одному взятию ворот провели Рустам Пудов, Альберт Цыпандин и Авсентий Филиппов. У проигравших отличились Никита Чулков, Павел Хакимов и Артур Безуглый. Бронзовые медали турнира завоевали игроки Нюрбинского улуса, обыгравшие в малом финале представителей Мегино-Кангаласского улуса. Женская сборная России по баскетболу победила команду Эстонии во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча прошла в Таллине и завершилась со счетом 96-66. Самым результативным игроком матча стала центровая российской команды Мария Вадеева, набравшая 17 очков. У сборной Эстонии самой точной была центровая Кадри Энлас, на ее счету 15 баллов. Для россиянок эта победа стала первой в отборочном турнире. Ранее в первой игре они уступили боснийкам. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы. Также в ее активе 3 серебряные и 2 бронзовые медали турнира. Грег Стефанос Циципас выиграл у австрийца Доминика Тима в официальном матче, финальном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Турнир прошел в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-2, 7-6 в пользу 21-летнего грека. Спортсмены встречались между собой 7-й раз. Для Циципаса эта победа стала 3-й в очном противостоянии. В рейтинге ATP он идет 6-м, имея в активе 4 победы на турнирах Ассоциации. На турнирах серии «Большого шлема» лучшим результатом грека является выход в полуфинал открытого чемпионата Австралии в 2019 году. Якутянин Игнат Чамчоев занял 32-е место на 5-м международном турнире по кроссфиту Siberian Showdown. Соревнования прошли в Новосибирске. Чамчоев, успешно преодолев отборочный этап, выступил в финальной части в престижной категории «Элит», где ему конкуренцию составили 38 ведущих атлетов России и стран зарубежья. Это не первые международные соревнования для якутского спортсмена. В прошлом году якутянин принял участие в CrossFit Open, по итогам которого вошел в топ-45 сильнейших кроссфит-атлетов стран СНГ. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.